Забегает администратор, говорит, у вас там пожар. Я говорю, где? С данным специалистом мы не работаем и вам не рекомендуем. И, ребят, мы же им платим бабки. Почему они не могут под нас подстроиться? Смотря на их свадьбу, мне кажется, это уже 90-е какие-то. Теперь выездную церемонию мы провели вообще в республике. Сколько вы зарабатываете за сезон? Ух ты. Коммерческая тайна. Да нет, мы зарабатываем так, чтобы зимой отдыхать. От 70 тысяч зарплаты я ушла на 350 в месяц, 350 тысяч. До скольки максимум вы оставались? Блин, женщинам такой вопрос не задают. На твоей свадьбе, Мика, мы даже на Бегерем поехала я следить. Wedding Secret лучшие в Якутске? Мы начинали с самого низу, мы знаем от и до. И вспоминали, организаторы у нас были Wedding Secret. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым свадебным агентством Wedding Secret. Аня, Надя, привет. Привет. Расскажите, как вы начали заниматься организаторством, с какого года начали? Было это в 2012 далеком году, да, мы решили заниматься именно праздниками. Начали с детской анимации, да, самого простого, как думают все, но это оказалось очень сложно. Да, съездив в город Новосибирск, я побывала на большой свадьбе и была удивлена, что, оказывается, у них приходишь в одно место и можно все сразу заказать там, то есть не нужно ходить, бегать, искать и так далее. Приехав, рассказала своей подруге Анне, потому что мы лучшие подруги, на самом деле с этого начинается вся наша история. И тут мы задумались, что почему бы не сделать такое у нас в городе Якутске. Да, и, возможно, это была наша ошибка, возможно, и горьким опытом, да. Мы закупили для нашего агентства, взяли кредит. Я как сейчас помню, 350 тысяч. Да, в то время. Мы купили, начиная там шоколадные фонтаны, проектор, мобильный экран в то время, какую-то даже аппаратуру маленькую, да, потом мыльные пузыри, генератор мыльных пузырей, потом у нас был этот фотопринтер еще, потом, много-много, еще и костюмов очень много детских новогодних закупили, всякие открытки, почетный свидетель, там то все вот такого вот плана. Свадебные аксессуары. Слушай, и помнишь эту нашу пушку конфетти, которая до сих пор у нас валяется, боже. И целый ящик вот этих расходных материалов, которые мы потом не знали, кому продать в Якутске, потому что такой пушкой мало кто пользуется. Вот. Начали с этим работать, да. С детских праздников мы перешли на взрослые, юбилеи, дни рождения, свадьбы, стали сами ведущими. Вот, мы были самыми, наверное, яркими ведущими, которые приходят с 2 баулами реквизита на мероприятие. Вы реально были ведущими? Да. Сами вели? Да. Раньше, и вообще у многих, наверное, в контактах еще записано, кто нас знает давно, Фанни, агентство Funny Box, переименовалось в Wedding Secrets. Да, вот с этого мы все начали, потом потихонечку начали уходить и более понимать, что, например, что все это невозможно охватить 2 человекам, и нужно уйти в какую-то определенную отрасль. Но мы начинали с самого низу, поэтому нам сейчас не так сложно, потому что мы знаем от и до, как это делается, что правильно, что неправильно. Да, мы понимаем каждый сектор по организации, потому что в свое время мы были декораторами, цепляли гирлянды на потолке. Раньше же были модные такие на заднике гирлянды, да? Вот мы там крепили, мы час простояли под потолком, у нас были фиолетовые ноги после этого, да. Про бантики расскажи, которые чехлы на стуле шили. Да, мы решили еще быть, мы же организаторы свадеб, типа у нас агентство. Все под ключ, да, все под ключ. Да, и мы решили сделать декор на стуле, делали всю ночь, вообще так устала, ужасно, пошла домой, поспала там буквально час, и Аня мне звонит, приходи, их надо гладить, я, еще гладить их? Это даже мы еще не добрались до самого декора. Да, мы много что попробовали, единственное, что мы не попробовали, это мы не были видеографами. С телефона-то мы снимаем, и нормально, да? Были бы еще телефоны нормальные. Нет, но у нас есть Тома, которая нас спасает.
А вот название Wedding Secrets, крутое название, как вы пришли к нему? Ну, И в каком году вы переименовали вот с Funny Box на Wedding Secrets? в 15 году это было. Помнишь, наша первая школа невест была? Да, мы вообще с чего начали свадебную индустрию, вот именно к свадьбе. Это у нас была школа невест. Сейчас она у нас уже какая? Уже даже сбилась по счету. Да. Уже, наверное, 15-16. Да. И мы очень долго думали, как мы будем называться, чтобы оно было несложно, звучно и так далее. Ну и вот решили «Свадебные секреты», если уж перевод такой, да. Почему на английском языке? Нам показалось это стильно, в то время это было модно. Ну и вот так у нас получилось на самом деле. Ничего такого сложного мы... Не придумали. Да. Не, на самом деле Wedding Secrets, очень красивое написание, как бы логотипа. Нам этот логотип делал в свое время Константин Орлов. Из такого, знаете, да, то есть он сейчас не в Якутске живет, но классно сделал логотип, нам очень понравилось, зашло, да. Вот поэтому стали с этим названием. Вы вот всю дорогу в работе вместе дружите? Сколько лет вы дружите? Блин, ну женщинам такой вопрос не задают, это сразу о возрасте же. Нет, сколько лет вы дружите? Мы дружим со школы. Мы дружим с 10 класса. И мы дружим... Почему с 10 класса? Потому что я в 10 классе приехала в их школу и поступила в их класс, и все. С этого времени мы как бы вместе. Но кроме того, что мы со школы вместе, по жизни вместе, у нас еще и день рождения в один день. Да, в один день, в один месяц, в один год. Я был у них на день рождения. Да, день рождения мы всегда справляем вдвоем. Да, все наши друзья, подружки, с которыми празднуем, всегда купались, так скажем, в тематических днях рождения. У нас кто только не был. Были маракасы, мексиканская вечеринка, они нам делали торт с кактусом, текилу пили и так далее. Да? Сейчас мы любим больше уединяться, в прошлом году же, позапрошлом году, да, мы уже праздновали с нашими партнерами, друзьями. Вот. Вернемся к свадьбам. Сколько свадеб в день вы берете? Провести можете? Максимум 3. То есть мы стараемся сейчас расширяться, конечно, да, но максимум 3. Почему? Потому что у нас 2 организатора, да, то есть Надежда и я, мы берем именно на организацию. И одну свадьбу можем взять на координацию. На координацию. На организацию не брали? Третью нет, никогда не брали. Потому что организатор, он должен присутствовать. Желательно, чтобы он присутствовал. Да, бывают различные случаи, когда организатор не может присутствовать, но все равно онлайн он это контролирует. И, конечно, любая свадьба – это как дипломная работа, мы волнуемся и сдаем ее в этот день. Поэтому, конечно, мы должны там быть обязательно. А как вы делите свадьбы? По счету. Все очень просто. По очереди. Да, по очереди. У тебя столько, у меня столько, бери. Вот, например, в один день зашло к вам 2 даты. По очереди. Да. Надя, например, занята, окей, на эту дату я свободна на организацию. Да, мы берем. Потом, либо наоборот. Если у нас 2 организации заняты, окей, мы можем взять только на координацию мероприятия. То есть координатор день в день. Там уже работает наша команда. Кроме свадеб, вы проводите другие мероприятия. Какие? Да, мы сейчас также проводим очень большие корпоративные мероприятия. Вот особенно у Анны их очень много, да. Уходим немножко в другую отрасль. Не то, что в другую отрасль, расширяемся, скажем так. Да, мы работаем с такими компаниями, как Полиметалл, Сахатранснефтегаз, ВТБ банк, да. В прошлом году делали юбилей Туймады нефть, да. С компанией ЕТЭК тоже плотно работаем. Также мы ездили в Алдан, ездим неоднократно, Селигдар, да, тоже большая компания, тоже работаем на корпоративных мероприятиях. А самое крупное мероприятие, которое вы провели? Не свадьба, а вот корпоративная? Корпоративная? Это День металлурга, конечно. Да. Это самое крупное мероприятие, то есть мы уже с ними 3-й год, вот, и там прям очень большая арт-группа выезжает на участок. Как они проходят, вам сложно?
проводить? Нет, это на самом деле одно из лучших мероприятий, которые мы проводим за лето, потому что мы не только там работаем, но и отдыхаем. Да? Наш коллектив, который ездит вместе с нами, это всегда партнеры, друзья, у нас очень хорошие отношения. Мы выкладываемся на 100 и получаем 100% отдачу от наших заказчиков и от наших партнеров. А вот вы затронули тему про Алдан. Где вы за Якутском еще проводили мероприятия? Ну, свадьбы, может? Ну, кроме Алдан, например, у нас было несколько и частные мероприятия, и корпоративные, да, ну, потому что там район золотодобывающей промышленности, да, ну, и, соответственно, там очень хорошие бюджеты, вот, поэтому там очень часто заказывают именно услугу по организации мероприятия. Также мы в Нижних Вестях выезжали, да, Максоголовск, Покровск, ну, вот центральные районы, да, вот, в Намцах делали день рождения, вот, поэтому, ну, мы всегда открыты, конечно, В Хандыге. да. Группа у нас еще в этом Верхоянский район ездила, то есть на вертолете летали, вы помните, да? Помню. Вот. Поэтому, ну, как бы мы всегда открыты к таким, скажем, заказам, да, поэтому интересно. А за пределы республики не звали? Ну, пока нет. А вы поехали бы? Ну, конечно. Почему нет? У нас такое в планах было, да, то есть мы поставили себе цель, что за пределах республики, и, возможно, даже за пределах России нам интереснее было, например, в ту же Грузию, да, вот такие свадьбы масштабные, как у нас в Якутске. То есть вот это, да, это было бы классно. Мы ждем таких предложений. А это же будет очень сложно провести. Вы готовы к этому? Конечно, готовы. Конечно, готовы. Все познается, как говорится, когда только попробуешь, да, будет это опыт хороший, либо плохой, да, то есть это тоже важно. Вот. А так вообще по корпоративной линии, как бы нас знают уже в Красноярске, в Новосибирске, в Хабаровске, во Владивостоке. Недавно даже, ну, был случай такой, что мы написали просто, ну, в ивент-агентство города Хабаровска: «О, Анна, здравствуйте, вы у меня записаны как Фанни». То есть, ну, как бы мы просто когда-то там, возможно, пересекались, и они даже сохранили. Ну да, то есть за пределами Якутска мы сотрудничаем, мы привозим сюда артистов, мы привозим сюда каких-то специалистов, то есть, ну, тех, которых, например, у нас нет в Якутске. Да, и те организации, крупные организации, которые у нас являются федеральными сетями, да, то есть они обычно в тендерах работают, да, и ивент-агентства в России, они выигрывают тендер и уже ищут подрядчиков в той локации, где у них мероприятие, то есть и на нас выходит здесь уже. Круто. В этом году вы провели про-ивент. Про-ивент же. Выставку, да. Я не смог прийти, я работал, хотя собирался. И еще вот на следующей неделе или когда вы проводите Bridal Tour, расскажите, как прошло мероприятие про-ивент и Bridal Tour, что это? Да, ну в этом году, да, действительно, это вообще ежегодная выставка, мы каждый год проводили ее в Кружало, а в этом году мы решили попробовать в новом месте. И охватить больше, так скажем, не только свадьбы, но и юбилеи, корпоративы, детские праздники. Да, с нами вместе организаторами выступали City Hall, Якутск City Hall. Да, то есть совместно мы делали это мероприятие. Совместно на их площадке. Ну да, мы сотрудничаем. Ну да, такая, да. Вообще, конечно, совместное мероприятие проводить очень сложно, да. Я не буду скрывать это. Но я думаю, что мероприятие прошло на уровне, то есть много народу было, много отзывов положительных было, то есть интересный опыт для нас, для них и так далее. Да? Ну и самое главное, что довольны в первую очередь были те, кто приходили туда. То есть мы от них много получали положительных отзывов. Вот как бы вот это радует на самом деле. Ну и очень важно для нас, чтобы вы, специалисты, да, такие как ты, Мика, да, говорили тоже, да, было классно, и что было плохо, это тоже важно. Ну, судя по сторисам, вот, и фото, видео получилось хорошо, было крупное такое масштабное мероприятие. Именно масштабное было мероприятие. У нас участвовало около 40 фирм.
по-моему, да, около 40 компаний, которые предоставляют нашу ивент-услуги, да, в Якутске. И кроме этого были еще задействованы экран, ну, соответственно, там могли размещаться и видеографы, и фотографы, да. Ну, то есть постарались максимально захватить всю площадь. Гостей много было? Да, нормально, да. Гостей было, да, от 500 человек точно. Да, где-то так Приходилось. было. Ага. Вот. Так, ну что, в воскресенье у нас замечательное мероприятие для невест, для их подружек и так далее. Это девичник, который пройдет в Хилси, но до этого мы повезем всех вместе на автобусах по различным локациям, по различным точкам. То, что полезно для невесты, полезно для их подружек. Да? Эти локации будут и цветочные салоны, и свадебный салон, и гостиница, также банкетный зал, фото-видео выступы. То есть они смогут так получить полную хорошую информацию об этом мероприятии. И в конце конечная точка – это же Хилс, там, где они уже отдохнут, развеются от всех этих хлопот, забот, подготовки к свадьбе. Я думаю, очень классное мероприятие. Мне даже жених сегодня написал: можно я пойду? Я пошел. Я говорю, это для девочек. Ну, мы ждем всех, приходите. А это выйдет, когда... Когда уже он пройдет. Да, все, вот приходите, да? А самые запоминающие свадьбы для вас какие? Помните? Ну, для вас именно. Выделить, так сказать. Вот знаете, вот для меня самая запоминающая свадьба – это когда молодожены любят друг друга. Неважно, какой бюджет, неважно, когда, что, где и зачем это проходит. Вот когда они счастливы, они рады, они ничего не контролируют, они пришли на свой праздник, вокруг них какая-то такая аура любви, счастья, что все гости веселятся, и несмотря на все то, что происходит, да, там иногда бывает форс-мажор и так далее, да, то есть это всем передается, и вот эта свадьба самая лучшая, самая запоминающая на самом деле. Ну и, конечно, все равно, да, те свадьбы, которые все-таки более масштабные, наверное, с большой командой подрядчиков, да, и плюс, если заказчик сам очень трепетно, очень требовательно, да, относится ко всем нюансам, да, ты больше времени там уделяешь, ну, в плане того, что живешь этой свадьбой прям чуть ли не каждую секунду, да, вот, то, ну, мы с такими заказчиками растем, да, в плане опыта и так далее, конечно, они тоже запоминаются. А выделить? Вы не Нет, будете выделять. выделять? Нет, Я даже не могу сказать, у нас было столько много свадеб, и очень много были классные свадьбы просто, да, ну, блин, каждая свадьба, она очень хороша по-своему, да, и как бы что-то плохое или хорошее сказать, ну, я не могу. Можно я выделю одну свадьбу, на которой мы были гостями? Это твоя свадьба. Да, вот это была свадьба самая лучшая. Свадьба года, одна да. из самых лучших годов. Вы ее круто Даже провели. Да. Да, конечно, да. Да, это была супер свадьба, где действительно мы и отдохнули, и в компании в хорошей, да, то есть, ну, тем более... И нам запомнилась она. Да, Мы ее да. выделить точно Вам можем. спасибо, вы круто провели, вообще советую. Свадьба с самым большим количеством гостей. 500, да, по-моему? 480. Ну да. Да, Ну, 400, чуть-чуть приукрасить. 480 гостей у нас было. Эта свадьба проходила на базе, туристической базе Ленские Зори в селе Табага, да, то есть на живописнейшем месте, да, с видом на реку. Это было 8 августа. Да, 2 свадьбы таких было, 8 августа и 1 июля. Слушай, а вот в «Белых ночах» у нас там чуть поменьше, да, было? Мы же 2 зала задействовали, «Белая ночь» и «София». Нет, там посадка была 250 человек у нас. Да, просто второй зал мы брали за счет того, что двоезная церемония там была и так далее. А вас сколько работало? Сложно было? Вот на самых больших свадьбах нас работало 6 человек, да, по-моему. Ой, я уже не помню, мне кажется. Да, 6 человек у нас работало. Только Даже нашей больше, команды. Да. Нет, только нашей команды. Плюс фотографы, видеографы, техники там и так далее, и так далее. Мы тогда посчитали, горячего питания нам потребовалось на 32 человека. Ничего себе, да, полресторана. А вот когда вы работаете шестером, вы там делитесь по локациям или
Как Да, распределяетесь? совершенно верно. Мы Закрепляем. распределяем по различным локациям. Например, кто-то отвечал. Ну, на то, я помню, на Ленинских зарях у нас же был там и парковка, там человек стоял, да, то есть внизу парковка была, там, где Нордвей парк, например, и зона перед Ленинскими зарями была Welcome. задействована, welcome зона, да, где фуршетный, там был человек, 2 человека в зале было, 1 человек на встрече гостей. Ну, да, мы обязательно распределяем обязанности, иначе будет каша. Зону ответственности у каждого своя. Самая необычная просьба от пары. Про паспорт. Что-то- что-то. Вообще, на самом деле, все пары такие уникальные, удивительные, и бывают очень странные просьбы. Тут у меня был один такой случай, да, он запомнился. Жених всю ЗАГС, я там невесту собирает, звонит мне в судорогах, весь жених нервничает, переживает, и такой: Надежда, я в ЗАГСе, я паспорт забыл. Сейчас приедет невеста, она меня просто убьет. Пожалуйста, ей не говорите. Что мне делать? Что мне делать? Я говорю: подожди, сейчас этот вопрос решим. Ну, я позвонила в ЗАГС, попросила, чтобы их так расписали, и потом он принесет паспорт. Сказал, все, им позвонила, успокоила его, и он мне так был благодарен. Он говорит: только невесте не говорите, только невесте не говорите. Да, это была такая необычная. Самый кринжовый случай, трэшовый. Про пожар можно сказать. Да, очень большая была свадьба у нас, опять же, в Ленинских зарях. Но вообще у нас больших площадок не так много в Якутске, поэтому, когда большое количество гостей, то это одни какие-то из уличных площадок. Вот, случай в Ленинских зарях. Свадьба уже подошла к концу, в 12 часов все Стреляли фейерверк. стреляли фейерверк, все пошли на open air, который состоялся у нас возле площадки, на уличной площадке, не в самом шатре. Забегает администратор, а мы уже все расслабились, в шатре никого нету, сидим, думаем, сейчас закончится дискотека. Я с гостями. Аня там встречает артистов, провожает, там они выступают, все танцуют, веселятся там. Забегает администратор, говорит: у вас там пожар. Я говорю: где? Мы как все соскочили со стула. В общем, выхожу за пределы шатра, а там от фейерверка упала искра, загорелось дерево. Прям посередине между рекой и пирсом Ленинских зарей. Эти просто снизу, которые там рыбачили, бедные побежали с своими ведрами тушить. Я нашему координатору говорю: Андрей, быстро иди, скажи АВшникам, что там это... Короче, пусть они все, что у них есть, ведра, там, тушители пусть тащат. Будем тушить. В общем, Андрей так спокойно заходит в шатер, подходит к АВшникам, говорит: ребята, у вас есть огнетушители? Такие: а что? Да там пожар. Они говорят: он у вас вообще нормальный? Схватили, ведра, огнетушитель, давай это тушить. А Аня в это все время на дискотеке. Потом уже все закончилось. Я говорю: фу, мы все сделали. Она говорит: что сделали? Так-то у нас пожар был. И оказывается, даже приезжала пожарка, она просто не смогла спуститься туда. В общем, да, видите, как хорошо иметь организаторов, координаторов, что даже гости никто не заметил, получили стресс только мы, и руководство Ленинских зарей. Я компания АВы, которому потом выставили требования, да? Да. То есть вот такой вот случай был. А самый прикольный случай, такой, который запомнился? Самый прикольный, веселый, да? Ну, так даже быстро не вспомню. Который в голову приходит сразу. Не знаю, может быть, тоже, опять же, в общем, свадьба закончилась, и мы должны были выйти на улицу, разлили шампанское, все там расставили, и выходит жених такой: а где шампанское? А нету! Был очень сильный ветер, просто за секунду все улетело. Может быть, что-то такое, но на самом деле всегда смешные какие-то случаи, да? Очень много я даже... Да, с командой очень всегда смешные случаи. Как прошла ваша первая свадьба, помните? Были ли там Первая покапы свадьба. какие-то? Первая свадьба была, помнишь, в Белых ночах? Я У помню. нас была координация. У меня даже фотография есть, где я стою в красном платье, вечернем. Я координатор. У меня золотой бейджик, координатор Анна. Вот. Нет, свадьба прошла на самом деле все хорошо, да. Но в конце
в конце у нас был фэкап с альбомом свадебным, и мы бегали с этим альбомом, когда гости уже расходились, чтобы они заполнили. То есть мы там все обычно... пьяненькие, наверное. Да, мы обычно как бы запускаем альбом, да, ну, от одного столика к другому и говорим, передавайте. Ну, а один стол, видимо, не передал. И в итоге пол альбома было пустого. Слушай, я очень хорошо эту свадьбу помню, потому что когда они к нам обратились, мы хотим координаторов. Мы, кого? Такое есть? Да, и вот... Мы хотим выездную церемонию. Мы такие, да, надо посмотреть. Да, кстати, первую выездную церемонию мы провели вообще в республике. Это Была какой наша год? компания. Это был 13 или 15, или 14 год. Да. 14 год, тогда еще этот Северный Грааль назывался Ринабо. Да, мы на самом деле к нам обратились с этой услугой, а вообще мы не знали даже, что это такое, мы видели это в фильме и больше нигде. Пропестрили весь этот интернет. Да, тогда он еще не очень такой хороший был, как сейчас, да, Да-да-да. и начали поднимать ведущих, кто может, что и так далее, потому что сами мы побоялись, да, Они и то есть, провели церемонию. это от провели? нашей фирмы. Нет, церемония провели мистера, же кто в Северном Граале, Ира бордовая. же у нас была первая, Карташ. Нет, я Да, про да. именно, которую мы сами провели. Да, и вот именно самая-самая первая вот выездная регистрация, она была от нашей фирмы, но вела ее наша ведущая, как бы, да, потому что мы немножечко, ну, как бы мы не знали, что это такое, у нас не было ни текста, ни поставленного голоса, хотя текст мы, опять же, ей писали сами, то есть... С интернета, Да, да, с интернета. переработанный. Да. Да. Но да, сами мы, получается, да, тогда в 2014 году вот только была. И да, мы ему тогда первую церемонию провели и первый раз координацию. Круто. А выездная церемония, нужна ли она вообще? Конечно, нужна. Вообще, выездная церемония, вот как Надежда любит всегда говорить, это душа свадьбы, да. То есть выездная церемония – это свобода именно вашей фантазии в плане декора, да, в плане гостей, что при всех гостях это проводится церемония, проходку, какую вы хотите сделать, да, там сколько участников, сколько угодно. Недавно вот тоже позвонили, а сколько в ЗАГС человек пускают? А можно ли там клятвы говорить? То есть там такого нет, конечно. Ну, на самом деле, выездная – это самое красивое мероприятие за всю свадьбу. Ну, это лично мое мнение. Мне кажется, без нее, если есть особенно уличная площадка, ну, блин, свадьба, не свадьба, да, это… Она задает тон Да, прямо с я самого согласен, начала. согласен. Да, и самое главное – это… Да, ЗАГС, он обязателен, конечно, да, но там ты волнуешься еще больше, потому что в ожидании прекрасной невесты, волнуешься, что сказать, там, я не знаю, все близкие рядом, какой-то ветерок колышет там твои волосы, там, не знаю, вот эта вся нежность, любовь, она прям летает в воздухе, и мне кажется, это так важно, так волнительно, и столько слез, счастья, радости, любви именно там, больше это не повторится. Полностью согласен. А кто должен ее проводить? Церемонимейстер или ведущий? Ну, смотря какую церемонию хотите. Не все хотят вот такую нежную, трогательную, да, хотят иногда драйвовую, да. Вот, ну, как бы мы все время говорим, да, приводим в пример молодоженам. То есть женский голос, он будет всегда трогательным, вкрадчивым, когда прислушиваются, да, то есть когда трогают до слез счастья, да, родных там и близких. Когда хочется более драйвовое, более шоу такую выездную, когда вы там с друзьями, с подружками в танцы выходите, вот тогда вот, возможно, ну, можно обратиться уже к ведущему, да, то есть у нас есть ведущие, которые именно больше шоумены, да, у нее есть такие, вот, поэтому здесь уже выбор, конечно, молодоженов больше идет. Но все равно, например, мне кажется, что все-таки церемонию должен проводить церемонимейстер, потому что он как бы разделяет начало, и тогда для гостей это не шоу, это настоящее, прям живое мероприятие, а потом уже пошла сама свадьба. В прошлом году вы провели мою свадьбу, за это я вам сильно благодарен. Она прошла очень круто, и я понял тогда то, что эта работа очень сложная на самом деле. И очень стрессовая. Мягко скажем, да. И как вы справляетесь со стрессом? Очень интересный вопрос. Ну, после, например, да, после всех свадеб
у нас один выходной. Мы отключаем телефон, мы никого не слышим, не видим, то есть нам нужно отдохнуть немножко, потому что, да, очень много эмоций уходит именно на свадьбе. Конечно же, в идеальный вариант, если мы едем куда-то в лес, на речку и так далее, да, там, уединение с природой, отдохнуть, восполнить все, что потеряли, да, всю свою энергию, ну, как бы, наверное, так. Потому что, да, у нас, ну, вот именно летом, да, у нас бывают свадьбы. В этом году даже со среды, да, среда, Да. четверг, пятница, суббота, воскресенье, и в понедельник один выходной, и опять погнали следующий, как говорится, марафон, да. Ну и, конечно, после всего свадебного сезона летнего, ну, примерно он заканчивается после 15 сентября, да, ну, как бы там уже мало становится проектов, вот, то, ну, конечно, лучшее решение куда-нибудь улететь, отдохнуть. А вот вы в воскресенье отдыхаете, говорите, да? Нет, Ну, не в воскресенье, всегда. то есть один день. Ага. Понедельник может быть, да? это И- понедельник. Понедельник. А в остальное время вы 24/7 на связи с молодоженами. Но мы стараемся быть, да, 24/7, то есть мы как молодоженам говорим, вы пишите, а мы По вам возможности. по возможности мы будем отвечать. Конечно, 24/7 очень хорошо, то, что, например, невесты там, когда ложатся спать, в голову приходят всякие идеи, фантазии и так далее, да, и им хочется быстрее написать, и утром уже просыпаются и забыли, поэтому говорят, вы пишите, не стесняйтесь, мы ответим по мере того, как, ну, будет возможность. Ну и тем не менее, конечно, мы тоже люди, мы не роботы, не боты, да, так скажем. Да? У нас есть семьи, у нас есть дети, собаки и так далее, кошки, которые тоже требуют своего внимания, да, и вот пытаемся распределить, так скажем. Но мы идем, конечно, к идеальному варианту, чтобы у нас был свой график работы. Ну, постараемся, да. За что вы несете ответственность как организатор и координатор? За все. Вот за все. Я все время говорю, Аня, блин, надо распределять, надо за все. За то, что кто-то опоздал, кто-то не пришел, неправильная подача. Вот прям за каждый кусочек на свадьбе отвечаем мы. Я знаю, что так нельзя, да, то есть все равно должны быть функциональные обязанности у каждого, но мы так болеем своим делом, такие трудоголики, да, не побоюсь этого слова, что прям за каждым, ну, за все мы переживаем. Да, и получается, все-таки мы стремимся к тому, чтобы создать именно свою команду в плане менеджер, да, то есть прикреплять индивидуального человека к паре, вот, чтобы он, ну, больше высвобождать своего времени как руководителя для развития, да, для развития команды, для развития бренда, да, то есть нам нужно расширяться, мы это прекрасно вы знаем, да, мы планируем это сделать, просто мы к этому идем уже, я не знаю, сколько лет. На потом. Да, на потом все сами, вот, нельзя так, конечно, да, потому что это выгорание, есть такое, в октябре месяце нам просто хочется тупо выключить телефон и никого не видеть, не слышать, есть такое, да, поэтому мы как вахтовики работаем в основном летом, да, и зиму мы отдыхаем, ну, как зиму мы отдыхаем, с января месяца уже новый сезон, новые пары, новые контракты, и опять все по новой. Ну, нам сейчас, согласись, Аня, стало намного легче работать, потому что у нас есть замечательные специалисты, это ты, Мика, да, нам за кадром Вася, да. То есть, ну, то есть у нас есть команда, на которых мы можем довериться, полагаться, мы знаем, что вы нас не подведете и так далее. То есть у нас уже есть определенный костяк, который помогает нам в нашем деле, скажем так. И мы вместе, любой проект мы делаем не мы с Аней, а вместе с вами. А до скольки вы остаетесь на свадьбе? Вот, например, мы работаем строго по времени, 12 часов. И, ну, может, продлевает там иногда не продлевает, и мы уходим. А вы до скольки остаетесь? Именно в день свадьбы? Да, именно в день свадьбы у нас тоже в договоре прописано, что мы работаем до 23 часов. Ну, конечно, там полчаса пройдет, мы абсолютно ничего не скажем, но тем не менее, если в 23:00 у нас не заканчивается шоу-программа, и мы понимаем, что мы еще минимум час, полтора, два, да, у нас есть продление наших сотрудников. До скольки максимум вы оставались?
До 4 утра. Что это было? Вот после этой свадьбы мы и продумали в договоре продление. Да. Потому что, как бы, ну, вообще организатор, он работает до конца мероприятия, во сколько бы оно ни закончилось. Ну, конечно, так как мы все люди, потом в дальнейшем у нас на следующий день опять мероприятие, опять, поэтому, как правило, оно должно заканчиваться в 11-12. Но бывает, что люди продляют и просят нас остаться. Вот, чтобы было не так обидно, это мы, конечно же, просим, чтобы нам оплатили. Любой каприз за ваши деньги, да? Ну, на самом деле нет. На твоей свадьбе, Мика, мы даже на Бегерем поехала я следить за поведением детей, так скажем. Организационная работа она такая. Какие площадки выбирать? Уличные или банкетные залы? По вашему мнению? Ну, у нас лето в Якутске очень короткое. И, соответственно, если вы планируете свадьбу именно в летний период, то, конечно же, лучше выбирать открытые площадки. Но не забываем про непогоду, про нашу мошкару, комаров и так далее. Да? То есть, если вы более там... Если вы за сервис, то это Да, банкетный да. зал. Если вы за комфорт. красоту, за природу, то это, конечно же, уличные площадки. Появилась тенденция заказывать 2 ведущих на свадьбу. И как вы относитесь Это к кто этому? тебе сказал? Ну, в последнее время. Да, я вот с Нестеровым записывал в прошлый раз подкаст, и он вот про это тоже говорил. Вот знаешь- Эта тема его просто триггерит. Да. Помнишь, да, когда мы их вместе с Бориславом поставили? Вот смотри, на самом деле, Мика, что я хочу сказать. Вот это 2 ведущих заказывать, да, появилась такая тенденция. Она была, потом мы от нее отошли. Сейчас опять возвращаемся. Просто ищем что-то новое. Понимаете, у нас город небольшой, мероприятий очень много, свадеб очень много. И Все лица уже примелькались. Да, и каждый молодожен, они хотят что-то новое, что-то интересное, да. И, например, вот так получается, что летом входят в основном на свадьбы, ну, как чьё-то, какое-то поколение, да, и они друг у дружки бывают. Соответственно, например, если у них там был какой-то ведущий, они говорят, блин, мы хотим его, но чтобы было что-то поинтереснее. И приходится еще что-то выкручиваться, добавлять, делать и так далее. Вот поэтому такие тандемы появляются. У меня тоже вот 2 было. Ну, у тебя 2 было, да, потому что у тебя больше потом там вечеринка шла, да. Ну, соответственно, там абсолютно Джуко Юра Романов, он прям... И Егору, И Егора Щепкову, да. и Юрий, спасибо. Короче, сегодня всю беседу будет благодарить всех за свою свадьбу. Да? Вечер славы специалистов. Да-да-да. С каким бюджетом вы свадьбы работаете? И самый максимальный? Вот такой вопрос, Аня. Вообще на этот вопрос, конечно, мы не любим отвечать, потому что... Ну, можем сказать минимально, но максимально, ну, да. Ну, давайте так, да, минимально у нас был, ну, с какого года? С этого года или... Потому что, да, все дорожает, соответственно, бюджеты каждый год, они меняются, да, минимальные. Мы в 2012 году делали свадьбу, а жених с невестой пришли и сказали, Анна, вот у нас 150 тысяч. Сделайте нам, пожалуйста, фуршетную свадьбу на 3 часа, и мы потом улетаем. Легко. Мы сделали на 150 тысяч. Ну, вроде бы, да, но это было давно, 150 тысяч. Мы все свадебные традиции, все по канонам. Там и букет был, и торт был, и фуршет был, и выездная церемония была. Это ну, то есть сколько человек? Там было, ну, 30. Да, где-то 30 человек. По нынешним деньгам это 300 тысяч где-то, да? Ну, смотрите, вот сейчас на самом деле, да, от 350, ну, это минимально, да, действительно, на 30 человек где-то, и нет предела совершенства. Наверное, самая дорогая свадьба, которая у нас была, от 5 миллионов. Ну, в Москве вон за 50 миллионов проводили. Нет, конечно, то Не, есть, ну это- когда мы, да. например, очень многие хотят артистов с России, да, и когда мы, например, прозваниваем, один артист у нас сюда просит 6, 7, 8 миллионов, ну, то есть, чтобы вы понимали, да. Например, некоторые как ведущие... свадьба одна, да. Да, некоторые, например, ведущие, они говорят там 200-300 тысяч, да, только чтобы это без всяких там перелетов и так далее, только гонорар. Ну, понятно, что это оттуда нам привозим. Ну, да. Да, здесь местные свадьбы, ну... В среднем средняя свадьба 1,5-2 миллиона, вот сейчас так. Да, это сейчас средняя цена. Вы сами находите подрядчиков?
Ну да, мы сами находят нас, как бы мы всегда открыты Или к сотрудничеству. Свадебных подрядчиков. Да, свадебных. Мгм. Молодожены должны сами искать или В этом плане? Да, в этом плане. Нет, конечно, находим мы подрядчиков. То есть, если они заключили договор организаторства, то мы полностью всех предоставляем. И, конечно, они могут прийти со своими подрядчиками, да, то есть они уже, может, забронировали, или они хотят, чтобы друг, там, зять или подружка какую-то часть свадьбы взяла на себя. Ну и возвращаясь к зонам ответственности, да, в таком случае, то есть если мы работали с командой уже нанятых специалистов, да, мы, ну, как бы no problem, работаем. Но если, например, мы не работали, мы не знаем, как человек, ну, качество его работы и так далее, конечно, мы ответственности за предоставление услуги, качества мы не несем. А вот новым лицам, как им к вам Попасть. Да. Да, ну смотрите. Они пишут вам? Да, Запрещенные социальные очень- сети, наверное, пишут. Да. Много. Ну и так по WhatsApp, Да. конечно. Очень часто пишут, конечно, мы открыты к сотрудничеству, мы очень рады, что появляются новые люди и так далее. То есть конкуренция, это она всегда взращивает развитие. Без конкуренции невозможно существовать. И в первую очередь мы пробуем таких людей у себя на мероприятии. Но у нас очень строгий отбор. В каком плане? Если человек опоздал, подвел, не пришел, что-то там сказал не так, ну, в смысле, там, пообещал и... то все, не выполнил. Все, мы с таким работать не будем. Почему? Потому что мы занимаемся организацией свадеб. Свадьба неповторима. Это не день рождения, не юбилей, который можно потом спраздновать. Тут недопустимы какие-то такие вот глобальные ошибки. Да, ну и, конечно, у нас есть свой черный список, в котором есть, да, когда молодожены приходят и называют, ну, вот этого человека из нашего списка, так скажем, да, вот, но мы не говорим, по какой причине он туда занесен, да, мы просто говорим, что с данным специалистом мы не работаем и вам не рекомендуем. Есть такие люди. Да. А кто из подрядчиков вас бесит? Неожиданный вопрос. Что сказать? Или не надо, да? Да нет, нас никто не бесит, наверное, или бесит? Аня? Ну, бесит, когда не отвечают, да. В процессе работы бывают, конечно, моменты, когда все знают, что мы жестко орем, что мы можем материться, употреблять нецензурную речь, да. Но это все в моменте, это рабочий процесс, ну, как бы, ну да, мы эмоциональные, но поэтому, как говорится, нас и выбирают, что мы требовательные, что... Где-то можем и поржать можем, да, с командой, где-то можем и повысить тон. А вот кто бесит, я не знаю. Мика, слушай, я сегодня займусь этим вопросом. У нас будет свой список, кто нас бесит. Мы перечислим всех наших специалистов, будем вычеркивать. Немножко бесит, чуть-чуть бесит, сильно бесит. Вы отказывались от свадеб? Да. Почему? Ну, давай я расскажу, Давай. да, про свой случай. То есть мы заключили уже с парой договор, значит, все, они внесли предоплату, начали уже работать, да, то есть, ну, уже какие-то процессы были заведены, так скажем, вот, но после того, как мы попытались назначить встречу, да, встречу с подрядчиками, вот, ну, все же люди, там кто-то уехал, кто-то приехал, кто-то работает, ну, основная работа имеется, да, ну, то есть никак не могли стыковаться по времени, на что молодожены как бы сказали, что, ну, типа, ребят, мы же им платим бабки, почему они не могут под нас подстроиться? Я говорю, так, давайте таким образом, ребят, либо мы уважаем, это не ваши люди, это не ваши рабы, как бы, да, это люди-профессионалы, у которых тоже есть своя деятельность, у которых тоже есть своя семья, свои интересы, да, давайте уважать друг друга. То есть, и когда я, ну, спросила, ну, что мы так будем работать или нет, ну, естественно, мы разорвали контракт. Ну и вообще, мы не только на вас орем, мы вас и защищаем, вы же это не видите. Да. Не, на самом деле, если нет доверия между молодоженами и нами, мы не можем работать, ну потому что невозможно это. Мы 24/7 с ними, мы должны стать друзьями, они должны доверять нам. Если они не доверяют, то это не наша пара, мы не их организатор. Да, ну и отказываем, конечно, если, ну, ввиду занятости. Ссоритесь между собой?
Естественно. Вообще бесит уже. Вот кто меня бесит. Нашли, да? Дима Стефанов не даст соврать. Да. Он снимал наш бэк на одной из свадеб. Он все слышал. Ничего себе вы ругаетесь. Мы половину там запипикали. То есть, да, конечно, мы тоже люди. У нас у каждого там свое мнение, да, там свое видение, да, мы спорим, да, мы ругаемся. И как решаете конфликт? Да никак, мы отходчивые, нам некогда ругаться, у нас свадьба. Времени нет на это, на выяснение отношений. Все решили, все поговорили, все сказали, да, все, давай дальше, идем дальше, все. Сколько вы зарабатываете за сезон? Ух ты. Коммерческая тайна. Да нет, мы зарабатываем так, чтобы зимой отдыхать. Не, на самом деле, если честно скажу, да, мы только в этом году решили учесть действительно, сколько мы зарабатываем, потому что у нас есть, например, тот бюджет, который мы откладываем на развитие, на рекламу, на какие-то наши мероприятия. Еще у нас есть мероприятия, когда мы уходим в ноль, в минуса и так далее. То есть мы хотим сделать лучшее, но нам не хватает денег, нам приходится докладывать. Поэтому в этом году, вот прям точно, честно говорю, что в этом году мы решили все просчитать, сколько же мы на самом деле зарабатываем, сколько мы теряем, и сколько у нас уходит в никуда. Сколько зарплата сотрудников, сколько на расходные материалы, да, на закупку там, тех же там рубашек, планшеток, да, это все расходные материалы. Мы творческие люди, и у нас, конечно, бардак в цифрами, бухгалтерии. да, с цифрами беда бедой. А кто ведет из вас бухгалтерию? Вдвоем? Вместе. Кто что заполнил, то нет. Сейчас мы прямо вот поставили, что мы прям прописываем это сюда, это туда, ну, то есть чтобы все учесть. В этом году мы планируем взять человека, который будет вести наши расходы. То есть это надо было сделать еще в январе. Ну да. Ну вот мы уже начинаем ругаться. Ну, короче, у нас есть такой человек, да, мы его уже посвятили в нашу работу, сказали, ты будешь работать, подожди, мы сейчас сами упорядочим, как тебе передать, чтобы была обратная связь, нам было всем понятно. Вы участвовали на всероссийских конкурсах? Там, Wedding Awards? У нас же медаль есть. Ну, не Wedding Awards, а как это называлось? В самом начале нашей карьеры, нашего развития мы... В 2016 году это было. Это был всероссийский конкурс товаров и услуг, Гемма, такой вот есть, да. И, мы, значит, на нас вышли, пригласили, именно от Дальнего Востока даже. Мы получили медаль. Да, мы, как бы презентацию, все. Летали туда или онлайн это проходило? Нет, это онлайн. Нет, они как бы приглашали, но, конечно, мы не полетели, в то время не было ни возможностей, потом уже, видимо, не желания. В этом году мы хотели, но мы вместо того, чтобы поучаствовать, мы взяли обучение, то есть обучались мы. А мы планировали, да, на самом деле, но решили деньги в другое русло. Возможно ли конкурировать с центральными городами России? Нет, конкуренция, тут возможность, что если мы приедем на их площадку и будем организовывать там, да, нам вначале, конечно, будет трудно, но если сравнивать наши местные праздники и праздники в России, да, то есть, как бы, я считаю, что мы вся ивент-индустрия наша, да, она все равно не где-то там в конце, да, а именно... Да, блин, у нас в Якутске вообще крутые свадьбы, одни из самых крутых. Например, вот приезжаю там в Россию, мы ездим, и смотря на их свадьбы, мне кажется, это уже 90-е какие-то на самом деле. Не, и вообще, на самом деле, даже с очень большими крупными организациями можно конкурировать. Почему нет? Вообще нужно развиваться, нужно стараться, и можно сделать все. Я просто хотела привести свой разговор к тому, что менталитеты разные. Да, менталитеты разные, соответственно, запросы разные, да, то есть там более такие камерные свадьбы, до 50-100 человек, для них это уже очень много. Но если это Россия, если брать Казахстан, там, Кыргызстан, да, то есть у них там, естественно, вот Армению, да, там взять, Азербайджан, у них свадьбы очень большие, такие же, как наши, да, то есть по 100, у нас по 200 человек. У нас и на 50 человек, где свадьбы. Нет, большинство у нас, раньше, вспомни, да, сколько, мы вот недавно же с тобой вспоминали, да, что там, взять
лет 5 назад, ну, до пандемийное время, да, так скажем, 200 человек, это вообще, это нормально было. То есть, да, сейчас после пандемии, ну, количество гостей на праздниках, конечно, уменьшилось, да, и сейчас от 150 уже считается, ну, такой вот нормальной свадьбой. Общаетесь ли вы вот с другими агентствами с Да. других городов? Да, конечно. Да, конечно. Обмениваетесь опытом? Да. Мгм. По поводу менталитета и трендов, вот тренды центральных городов, они доходят до нас сразу или нет? Именно в Якутск? Сейчас очень современная молодежь, да, и даже скажу так, тренды не городов с России, тренды из Кореи, из-за границы, из Европы, оттуда доходят моментально, моментально. Ну, если брать конкретно оформление, то это, конечно, лидер всех трендов, это Pinterest, да, то есть все идеи, все вдохновение невесты берут оттуда. Вот, поэтому это очень быстро разлетается. Это абсолютно мировая площадка, да, где, ну, как бы, может все, ну, попасться на глаза. Да, у нас тут немножечко, знаете, в чем проблема? Мы бы могли быть еще круче, да, имеется в виду свадьбы. Просто у нас тут проблема с площадками, да, то есть площадка у нас это либо шатер, либо какой-то банкетный зал. У них там площадки, это загородные, да, дворцы, загородные дома, поместья и так далее. То есть они там прям выстраивают, у них там инженерия, просто вообще свадебная инженерия, это на первом месте у них. У нас пока до этого еще не дошло. Максимум, что можно сделать, это шатер. То есть никто еще нет что-то построить и так далее, имеется в виду на саму свадьбу. Нет такого у нас пока что. Возможностей таких нет. Wedding Secret лучшие в Якутске? Естественно. Конечно. Нет, ну мы как минимум первооткрыватели, да, то есть опыт никуда не денется, ну поэтому те клиенты, которые обращаются к нам, конечно, мы для них вкладываемся на 200%. Вы организуете для людей праздники, дарите людям счастье. Для вас работа это праздник или работа? Конечно, праздник. Во-первых, эта работа нам приносит счастье в плане того, мы делаем то, что мы любим. Мы превратили свое хобби в работу. Мы познакомились с замечательными людьми, у нас прекрасная команда, у нас все равно нету графика, у нас нету так много макулатуры. То есть для нас это счастье. И видеть счастье, любовь, благодарность наших клиентов, это, не знаю, что лучше может быть. Когда человек счастлив и дарит тебе счастье, что еще может быть лучше? Конечно. Вы занимаетесь чем-то еще, кроме агентства? Работу имею в виду? Нет. Ну как нет? А что? А что ты мы имеешь делаем? в виду? Ну, в смысле, еще какая-то работа еще работа есть? какая-то? Нет. Ну, Только занимаемся это. Бывали этим. мысли что-то сделать? Нет, потому что мы, наоборот, ушли от того, что, то есть, эта работа, она была всегда с нами. Где бы мы ни работали, психологами Да, работали, со она была с студенчеством, нами, да. в банке работали, она была с нами. Кем мы еще там работали, господи, Я в сети работала, тогда был Да, ну, в общем, где мы не работали, эта работа была всегда с нами. как увлечение вначале, да? Поэтому сейчас чем-то другим заниматься, мы не хотим. Мгм. Наоборот, многие удивляются и спрашивают, почему вы со стабильного заработка, причем неплохого стабильного заработка, да, вы ушли на фриланс. Ну, потому что это, во-первых, наше любимое дело, это свободный график, ну, то есть... Да, от 70 тысяч зарплаты я ушла на 350 в месяц рублей. Да. Нет, Ну, от 350. что ты своими шариками 350 заработал. Это был первый опыт, когда мы пошли. Да, мы еще в самом начале купили очень много воздушных шаров разных конфигураций, да, и там моделировали фигурки. На палочках шарики. В общем, мы пошли на... В общем, мы потратили 3 суток, чтобы вы понимали. Не 3 дня, 3 суток. Мы не спали, не ели. Шили ростовые куклы. Всё. Да, было правда зимы, мы пришли заработать, решили, получили 350 рублей. Обморозились все, перещупали тут ростовую куклу, все проверяли, девочка или мальчик, да? Вот, поэтому... Поэтому эта работа прошла много, и менять ее на что-то уже и не хочется.
И тогда расскажите немного лично о себе, чтобы люди знали вас. Ну что рассказать о себе? Училась в ЕГУ, я психолог по специальности. У меня же еще есть специальность, я же банковское дело, точно, я в Хабаровске отучилась на банковское дело. Потом у меня есть муж, ребенок, куча хобби, увлечений, занимаюсь спортом, танцами, обожаю путешествовать, летать в различные страны, коллекционирую куколок с разных стран. Если у вас, привозите мне, да, я люблю это дело. Ну что еще? Ну, не знаю даже что. Все? Мне все. О себе что я могу сказать? У меня 2 детей, дочка живет в Новосибирске, она тоже у меня работала, да, практиковалась, то есть она тоже так же, как и я, учится на психолога, сына 8 класс, у меня есть еще самый младший ребенок, это моя собака Шпиц Марик, вот, что, ну все, что я могу еще сказать? Я очень скрытный человек на самом деле. Видно. Слова для молодоженов, которые выберут вас, и для тех, кто выбрал вас. Ну, хотелось бы сказать, конечно, о том, что наши молодожены, наши люди всегда с нами. Да, те люди, которые нас выбирают, да, мы отработаем на 200%, мы живем этим вашей свадьбой, да, мы ответственны за то торжество, которое больше в жизни никогда не повторить. Поэтому мы всегда рады вашему обращению. Да, и вы не поверите, даже когда мы не пишем вам в WhatsApp, мы разговариваем с другом о вашей свадьбе. Ну, конечно, желаем каждому молодоженам, чтобы их свадьба была самая лучшая, самая запоминающая, чтобы каждый момент в их свадьбе их радовал. И через много-много лет вы, когда просматривая фото и видео, вы окунались в этот волшебный день. И вновь переживали эти эмоции. И вспоминали, организаторы у нас были Wedding Secrets. Ну все, спасибо, Надя, Аня, за Спасибо. то, что пришли, отличная беседа прошла. Ну, спасибо тебе, Мика. Мы всегда рады будем. Зовите следующий подкаст. Спасибо, что пригласил нас. До новых встреч. До новых встреч.